у нас в России проблем нет, вообще не только в Ингушетии. Нету проблем. Ну все сносят. Личная проверка. Глава региона Махмуд Али Калиматов сегодня побывал в крупных продуктовых магазинах Магаса, Карабулака и Сунжи. Основной закон страны, и все мы будем апеллировать именно к Конституции, когда возникнут те или иные вопросы. Меры по противодействию коронавирусу обсудили на заседании Президиума регионального политсовета в Магасе. Всем желающим совершить хадж в этом году самое время собирать необходимые документы. Прием заявок уже начался. На сегодняшний момент мы имеем возможность эндоскопически оперировать урологических пациентов и проводить литотрипсию, то есть дробление камней. С возможностью принимать более 20 больных одновременно в ИРКБ открылось новое отделение эндоурологии и литотрипсии. Можно увидеть некоторые отклонения во фронтальной плоскости, то есть это отклонение, мы можем заметить небольшую сколиотическую дугу. Ипотерапия. Чудо или возможность выздороветь. Семинар для сотрудников благотворительного фонда провели специалисты из Санкт-Петербурга. На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. Сегодня неизвестный сообщил о минировании авиапорта компании «Аэрофлот», вылетевшего из московского Шереметьево в аэропорт Магас. Экстренные службы и правоохранительные органы в оперативном режиме провели проверку воздушного судна. Мы действовали строго по плану, собрали всех, как положено, оповещение, все, техника специальная вся здесь, МЧС здесь, ФСБ здесь, ЛОВД здесь, кинологи, взрывотехники, все на месте. То есть отработали по плану, доложили всем, кому положено докладывать. Значит, досмотрели пассажиров, сейчас заканчивается досмотр воздушного судна, багаж проверили, все нормально, пока все нормально, то есть информация не подтверждается. По информации Росавиации, это 7-й случай телефонного хулиганства по Российской Федерации за последние несколько дней. Это кто-то целенаправленно рассылает эти сообщения о том, что заминирован самолет. То есть это вот сегодня случай был в Сочи, то же самое было. И вот за несколько дней это 7-й уже случай. В ходе досмотра самолета оперативными службами ничего не выявлено. 199 случаев заболевания коронавирусом выявлено в России на данный момент. Смертей от COVID-19 в стране не зафиксировано. Этим утром, правда, сообщили, что в московской клинике скончалась 79-летняя женщина, у которой нашли вирус. Ну а причиной смерти, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. В Ингушетии случаев заражения не зафиксировано. Глава региона Махмуд Али Калиматов сегодня побывал в крупных продуктовых магазинах Магаса, Карабулака и Сунжи с целью проверки наличия продуктов питания и товаров повседневного спроса в необходимом для населения объеме и их стоимости. Поводом для поездки стали сообщения в социальных сетях. Жители республики обеспокоены внезапным изменением конъюнктуры продовольственных рынков. Все подробности в сюжете. Именно вокруг базового ассортимента потребительской корзины в последние дни возник ажиотаж по причине повышенного спроса, вызванного информацией об обнаружении случаев инфекции коронавируса на территории России. Махмуд Али Калиматов назвал ожидаемой и предсказуемой реакцию населения на подобные новости, но в то же время не видит причин для беспокойства. Вот сколько вы продали за неделю? В принципе, в нашем магазине такого прям ажиотажа не было. Не было? Прям скупали мешками. А у вас цены выше, чем в других магазинах? Нет, обычные цены. Смотрите, у нас за 2-й месяц стоит цена. Вот на неделю всего. Кира, да, куда? Каждый день товар. Где у тебя график поставок? Вопрос ведь не в том, что есть, нету. Вопрос в информационном вбросе. Вот сейчас вот у нее день не будет, здесь еще не будет, а пусть завтра будет. Она не докажет это. Они скажут, все, потому что ажиотаж. Самое интересное, что у нас в России проблем нет, вообще не только в Ингушетии. Нету проблем.
Ну все сносят. Во время осмотра руководитель региона пообщался с потребителями и продавцами магазинов, поинтересовался разницей стоимости одних и тех же товаров в течение последних 10 дней, а также графиком поставок, отметив, что наличие востребованной продукции будет для жителей республики гарантом отсутствия поводов для переживаний. Нет, да, сам да. Он шинтикач, эйден дуац, аз гарантию. Хамкул шагват, никто не. Так, нахуй. Я молчал. Я вот этими магазинами пользуюсь. Особое внимание глава Ингушетии также заострил на ассортименте представленной продукции и наличием на прилавках предложений от местных производителей, в частности от фермеров и ГУПов республики. Уже, может, забить? Накрывать 20. شيء أتكلم مروس خذ إيش أكل دغري حموش بات سيطان أمام تعرف يوم На данный момент региональным Минэкономразвития совместно с УФАС по республике ведется регулярный мониторинг цен 35 наименований продовольственных товаров. Цены поднимают? Вроде нет. Нет. Вот это я. О, нормально, на то. У нас пока все нормально. Все нормально, да? Да. Все пока. Жалобы есть по ценам? По ценам нет, конечно, пока нет. Мы держим свои цены. Продукты есть? Валом. Ладно. Обеспечены. Работаем, как обычно. А что народ жалуется? Повода для Цены подняли? Нет, не подняли. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с поставками товаров первой необходимости на прилавки магазинов надежная. Россиянам не требуется закупаться впрок продуктами, которые потом приходится выбрасывать. Современные технологии для уменьшения риска заболевания вирусом. Перейти на онлайн-оплату коммунальных услуг предлагают в «Газпроме». Безопасная дистанция между людьми при пандемии, как отмечают медики, 2 метра. Выдерживать это расстояние, например, в очереди, довольно сложно. Потому в газоснабжающей организации рекомендуют жителям использовать онлайн-сервисы для оплаты счетов. Слово Зелимхану Калоеву. Людей здесь намного меньше, чем в обычные дни. Все из-за нового коронавируса. Но в 21 веке технологии позволяют оплатить, узнать задолженность, передать показания или просто проконсультироваться, не выходя из дома, в личном кабинете. Просто удобно, а главное – безопасно. Для удобства жителей здесь разработали услугу «Личный кабинет», с помощью которой можно без особого труда контролировать свой лицевой счет, а также оплачивать потребление газа, не выходя из дома. Лицевой счет, их может быть несколько подвязанных. На странице лицевого счета выбранного видно долг, видны показания и последние оплаты, платежи. К примеру, вот второй лицевой счет. Их может быть несколько. Человек может оплачивать и свой, контролировать, а также контролировать лицевой счет именно или пожилых родителей, которые живут отдельно, или других родственников. Эта функция была доступна абонентам еще задолго до появления в мире уханьского коронавируса. Если раньше операторы «Газпром», «Межрегионгаз», «Назрань» просто рассказывали о новой привилегии и о возможностях, то теперь настоятельно рекомендуют использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами, чтобы не допустить распространения заболевания. Вся контактная информация с указанием телефонов территориальных участков и абонентского пункта у нас находится в специальном разделе нашего сайта, а также работает телефон доверия 8964 058 3004. Специалисты центра готовы оказать любую консультацию, принять показания прибора учета газа, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом и техническим обслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки у нас принимаются АО «Газпром» газораспределение Назрань по телефонам 04 104.
У цифрового коммунального счета масса преимуществ. Одно из них то, что для контроля расхода газа не нужно стоять в очередях и сохранять квитанции оплаты. Все, что нужно гражданам, иметь под рукой электронный гаджет, компьютер или телефон, проверить остаток и погасить задолженность. Также вот наглядный пример. Здесь есть напоминание, то что вот срок проверки, например, счетчика, он уже истекает или истек. Это тоже очень удобно. Проверяешь показания, делаешь оплату. Если все нормально, тебе уже заходить сюда в участок не надо. Но в любом случае, раз в несколько месяцев необходимо прийти, все проверить, уточнить, сверить и взять, например, расчетный лист с подписью начальника отдела. Но для Лиды Боровой прийти в офис обслуживания и лично произвести оплату за потребляемый ресурс – лучший способ не копить задолженности за газ. Про новую альтернативу она знает, но предпочитает делать все по старинке. Мне легче приходить на месте сдавать и получать информационный лист. Мне как-то удобнее так. Хоть и тех, для кого старое доброе, все же намного ближе, с каждым годом число жителей, переходящих на цифровые платежи, увеличивается. Онлайн-запись на прием к врачу, консультация в банке, не выходя из дома, а теперь и мгновенная оплата ЖКХ. Эти услуги позволяют жителям контролировать не только свой бюджет, но и экономить драгоценное время. Операторы каждый день рассказывают клиентам о доступных возможностях. Есть телефон, по которому они раньше нам звонили, передавали показания. Также есть у нас онлайн, у нас есть WhatsApp. Вибер. Очень даже легко и очень даже удобно передавать и показания, и вопросы задавать. На любой вопрос, который мне задают, я всегда отвечаю по телефону. Всегда. Никому не отказываю. А личный кабинет разъяснения даем, как правильно подключиться и как правильно передавать. В режиме нон-стоп работает и аккаунт в Инстаграме, где специалисты компании готовы оказать любую консультацию. Данного Инстаграма может написать в директе свое письмо, жалобу с просьбой, с пожеланием, где будет рассмотрено оперативно, в этот же день будут приняты меры по данной проблеме. Так или иначе, для тех, кому массовое скопление людей нипочем и риск заразиться не пугает, операторы по-прежнему принимают своих клиентов в том же режиме. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за коронавируса. Напомню, Духовное управление мусульман России отменило все массовые религиозные мероприятия в мечетях Москвы. В республике не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, соответственно, нет большой угрозы для его распространения среди прихожан. Эту тему обсуждали на заседаниях Совета алимов. Вся полезная информация о необходимости проявлять спокойствие и терпение, реже посещать общественные места и соблюдать правила гигиены доводится до прихожан через имамов мечетей. До 32 тысяч тонн в 2020 году намерен увеличить производство крупнейший в Ингушетии производителя фруктов «Сад-гигант Ингушетия». Ожидается, что урожайность вырастет на 33% относительно прошлого года. Об этом в Рио председателя правительства Владимиру Сластенину сообщил гендиректор предприятия Замир Балкизов. Также на предприятии наблюдается рост налоговых отчислений. Для премьера провели экскурсию по территории сада и рассказали об особенностях всех процессов и условиях работы. По словам сотрудников, они с удовольствием работают в саду-гиганте. У них никогда не возникает сложностей ни с оплатой труда, ни с питанием, ни с рабочей атмосферой. Напомню, сад-гигант Ингушетия – первый интенсивный фруктовый сад в регионе, заложенный в 2013 году по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 тонн яблок с 1 гектара. На предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персик, нектарин. Агропредприятием обеспечено более 1500 штатных и наемных рабочих мест. Меры по противодействию коронавирусу обсудили на заседании Президиума регионального политсовета в Магасе. На данный момент случаев заболевания инфекцией в регионе не выявлено. На встрече отметили, что принимаются все профилактические меры по предупреждению и нераспространению коронавируса. Подробности у Жаредат Халухоевой. На повестке дня внеочередного президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» всего один вопрос – профилактика и противодействие коронавирусной инфекции, которая пугает жителей республики не столько выявленными случаями заражения, сколько необоснованными волнениями вокруг.
Но, как уверяют собравшиеся, повода для беспокойства нет. В Ингушетии предприняты все необходимые меры по предотвращению появления вируса в регионе. Актив, который представляет собой партия «Единая Россия», они находятся именно в тесном контакте с населением. И было подчеркнуто, что необходимо разъяснить, прежде всего, что и в стране, и в республике действуют оперативные штабы, которые держат ситуацию на контроле. И еще раз заявить, и еще раз донести до людей, что прежде всего это уберечь себя от вируса, то есть принимать профилактические меры. Больше самого вируса проблемой может стать инфекция невежества, считают собравшиеся. В республике уже были случаи ложного сброса в социальные сети информации об обнаружении коронавируса в регионе. Чтобы такого не повторялось, необходимо усилить контроль на просторах интернета. Все те, кто слышит, видит такие новости в социальных сетях, должны понимать, что как раз-таки, опять-таки, и паника в соцсетях – это не наш товарищ в этой сложной эпидемиологической ситуации. И чтобы каждый понимал, что больше именно есть недостоверная информация в этих новостях, и не воспринимали наши жители вот эти новости. Волнующим оказался и вопрос повышения цен на продукты питания или вовсе их дефицита. Бояться этого не стоит, уверяют партийцы. По поручению главы республики в Ингушетии создана комиссия по мониторингу цен на рынках. Возглавляет его региональный Минэкономразвития, который объяснил, подорожание продуктов действительно наблюдается, но оно совсем незначительно и связано с тем, что сам поставщик завысил суммы на закупки. Дефицит не ожидается, не планируется, и, надеемся, его и не будет. На складах имеется, все будет поставляться. Просто массовый спрос показал, что прилавки опустели по ряду определенных продуктов. Вот, вопрос только времени, когда их опять наполнят. Говорили на совещании о едином дне голосования 22 апреля. Как считают в партии, ситуация с коронавирусом может повлиять на положительный процент явки избирателей. Так что им уже нужно начинать агитационную работу среди населения. Это основной закон страны, и все мы будем апеллировать именно к Конституции, когда возникнут те или иные вопросы в жизнедеятельности, в строительстве государства и так далее. Почему важно? Потому что мы всегда, если смотреть историю нашего народа, на важнейших направлениях, когда как раз были флагманами в решении проведения вот таких мероприятий. И если сегодня мы проявим такую солидарность, это будет только нам на пользу, а вы, как ведущая политическая сила, вы, руководители исполкомов, председатели советов, главы муниципальных образований, которые непосредственно работаете с населением, от вас, конечно, зависит очень много, и, конечно, основная нагрузка ляжет на вас. Волонтеры как участники процесса по противодействию коронавируса. Еще одна тема, поднимаемая партийцами. Ими разработан проект коммуникации с пожилыми людьми, который направлен на оказание помощи одиноким бабушкам и дедушкам в случае распространения коронавируса в регионе. Молодежное крыло, молодая гвардия готовы помочь гражданам пожилого возраста и с лекарствами, возможно, с продуктами, если это понадобится, если ситуация дойдет до такого. Это и работа в социальных сетях, на сайтах, будет распространена вся необходимая информация. Также мы хотели сообщить, что для здоровья граждан наши общественные приемные переведены на работу в удаленном режиме, онлайн-режиме. Осторожность, организованность и знание проблемы – вот основные рычаги в борьбе с коронавирусом, уверены единороссы. Со своей стороны они приложат все усилия, чтобы не допустить его в республику. Жирадат Хулхоева, Адан Далаков, Новости 24. Всем желающим совершить хадж в этом году самое время собирать необходимые документы. Прием заявок уже начался. Для совершения хаджа организуют прямые чартерные рейсы из аэропорта Магас в аэропорт Медины. Первый рейс в Саудовскую Аравию из республики запланирован на 28 июля. Основной перечень документов для паломников не изменился. Это 3 цветные фотографии на белом фоне, справка о прививке от менингита, российский, а также загранпаспорта. Стоимость путевки составляет $3600. В эту цену входит перелет туда и обратно, проживание и транспортное обслуживание внутри страны. В общем, по стране посетить священные места смогут 25 500 человек. Это на 5000 паломников больше, чем в прошлом году. Прием документов на хадж в регионе ведет организация «Медина».
Более 150 миллионов фотографий и документов пополнили Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». В их числе и имя Султангирия Гагиева. Он отличился сразу в 2 войнах, проходивших в 40-х годах. Воспоминания и лишь одна фотография с изображением мужественного предка сохранились в семье в память о герое. Ее и передали потомки на вечное хранение в музей. Дана Плива расскажет подробнее. Единственная фотография, напечатана на ней внизу скупая биография. Весь военный путь Султангирия Гагиева описан в этих нескольких строчках. Чтобы найти хоть эту информацию о своем дяде, Уйсы Гагиева ушел ровно год. Помог в этом деле Государственный архив Ингушетии и сам музей краеведения. У нас же без вести пропавших очень много. Вот сюда надо обратиться. Они работают. Вот мне они сегодня беспокоились больше, чем я. Позвонили, ты едешь, я говорю, я еду. Это же хорошее дело, правильно? Надо вот прийти сюда. Они объяснят, туда надо поехать. Ну, можно же, они же наши люди, правильно? Это же наша гордость. Брат отца, рассказывает Иса, родился в 1914 году в селе Чермен пригородного района. Закончил воинское училище в Баку, а затем в 1939 попал на финскую войну. Фотография, сделанная перед отправкой на фронт, последняя и единственная в семье. Письма затерялись во время депортации, но есть то, что не даст забыть о нем. Это воспоминания отца о своем младшем брате. Он, говорит, отличался из всех братьев. Вот когда он учился в военном училище, ну, гости, говорит, приезжали, родственники. Вот рядом с ним пройти, вот наши близкие, было, говорит, удовольствие этим. Вот я от них это слышал. Ну, такой воспитанный был человек. Во время финской войны Султангирей Гагиев получил ранение, был отправлен домой. После месяца отдыха в 1941 году вновь отправился на фронт, уже на Великую Отечественную. Погиб в 1942-м в Смоленской области. Покой нашел в братской могиле в деревне Микотино. Отец так за него сильно, конечно, переживал. Но если бы он сейчас узнал бы вот все то, что вот где он похоронен, это была большая радость, большое всего хорошего было. Хочу выехать на место, где он похоронен. Вот там, может быть, что-то я разузнаю еще. Вся жизнь Султангирия Гагиева уместилась в 28 лет. Жениться не успел. Но память о нем греет сердца его родных и близких, а теперь ее будут бережно хранить и сотрудники музея краеведения. Каждый день этот зал украшают новые снимки. Это лица Победы, не пожалевшие для нее своих собственных жизней. Мне бы хотелось призвать наших жителей, чтобы они побольше проносили сюда информацию, сдавали фотографии, награды, которые имелись у их родственников, чтобы они сдали для сохранения и для патриотического воспитания подрастающего поколения. Будто услышав слова сотрудника музея во время съемки, сюда заглянул неожиданный посетитель. Увидев недавний сюжет по поиску информации о защитниках ВОВ, Хасан Зурабов тоже решил попытать удачу. Его отец и дядя Осман и Ислам Зурабовы также ковали победу, как и все советские солдаты. Вот только известно о них очень мало. Отец умер, когда мужчине было 5 лет, а дядя пропал без вести. А дядя призвался, говорят, в 1939 году. Про него вообще ничего не известно. Отец призвался в 1941-м, вернулся в 1945-м, проживал в Кантышеве, работал в совхозе 40 лет октября. Про отца и про своего дядю на сегодняшний момент никаких абсолютных данных у меня нету, я не владею. Имя дяди Османа Зурабова выгравировано на обелиске в Назране, но как он попал в этот список, Хасан Зурабов не знает. Сотрудники музея намерены подключить все архивы по поиску биографии его родственников. Также планируют найти более подробную информацию о герое нашего сюжета Султангирее Гагиеве. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Современное оборудование, удобство как для пациентов, так и медиков с возможностью принимать более 20 больных одновременно. В Ингушской республиканской клинической больнице открылось новое отделение эндоурологии и литотрипсии. Там присутствовали почетные гости, представители Совета Федерации и Народного собрания Ингушетии. Михаил Тангиев с подробностями. Пожелание пациентов и врачей выполнено по случаю официального открытия нового отделения эндоурологии и литотрипсии в Ингушской республиканской клинической больнице. Сюда завезли новейшее оборудование. Некоторые из этих аппаратов редко где встретишь не только на Кавказе, но и по всей России. Приобретены
вакуумные аспираторы и очень много-много другого оборудования. То есть на сегодняшний момент мы имеем возможность эндоскопически оперировать урологических пациентов и проводить литотрипсию, то есть дробление камней, не выезжая за пределы республики. Да, так бывает, что оборудование есть, а работать некому. У нас уже давно врачи обучены, мы ждали только оборудования. УЗИ-аппараты экстренного класса, литотриптер и лазерный коагулятор. Современное и, главное, высокоэффективное оборудование – это еще один шаг в направлении оказания более качественной медицинской помощи жителям региона. На этом мнении единогласно сошлись приглашенные на открытие почетные гости. Член Совета Федерации Федерального собрания России Мухарбек Барахоев и депутат Народного собрания Ингушетии Руслан Албагачиев осмотрели новые отделения, пообщались с пациентами и поделились своим мнением. Казалось бы, мы открываем только отделение эндоурологии, но зная специфику вот этого отделения, мы не можем не отметить, что это является большим событием для республики, поскольку, вы знаете, болезнь специфичная, урология вообще, и до сих пор у наших граждан не было возможности получать очень качественное лечение в пределах республики, а сегодня вот эта возможность есть. Раньше, если были травматичные операции, а сейчас при помощи лазера, при помощи оборудования, которое установлено в этом отделении, сегодня больные могут на следующий день благополучно после вмешательства могут идти домой и без каких-либо последствий. Открытие нового отделения эндоурологии и литотропсии – это большой прогресс для ингушской медицины, подчеркивает заведующий отделением Алихан Сусаев. Сегодня они могут принять более 20 человек единовременно. Здесь имеется 6 трехместных палат, 2 двухместные и 1 послеоперационная. Также есть операционный блок и врачебные кабинеты. Я думаю, через месяц мы именно начнем, возможно, будет как дробить камни, а уже трансуретральное удаление аденом и лазерное удаление аденом и всяких манипуляций мы уже можем начать свои операционные. Сейчас на данный момент куплено тулевый лазер, один из лучших вообще, который есть на данный период, который будет дробить камни любой сложности, в любом этапе будет, никаких разрезов не будет. В дальнейшем здесь планируют приглашать более опытных специалистов со всей России для повышения квалификации. На базе нового отделения также откроют небольшой центр обучения для студентов образовательных учреждений. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Наставник, педагог, литературовед, человек, посвятивший развитию национальной литературы почти полвека своей жизни. Сегодня 13 лет, как не стало Абу Мальсагова. Он собрал и выпустил в свет уникальные работы по ингушскому фольклору. Благодаря его труду сегодня есть полное представление обо всех писателях-ингушах, творивших с конца 18 столетия. За многие годы Мальсагов стал автором учебников хрестоматии по ингушской литературе. Один из самых весомых его вкладов в развитие ингушской литературы – журнал «Литературная Ингушетия». Он стал инициатором его создания и последние 10 лет жизни работал редактором журнала. На его страницах публиковались многие неизвестные широкой публике произведения ингушских авторов. Мальсагов постоянно работал с творческой молодежью, наставлял начинающих писателей. В течение 15 лет он руководил республиканским творческим объединением молодых писателей. Ипотерапия – чудо или возможность выздороветь. Лечение детей с диагнозом ДЦП таким методом широко применяется во всем мире. Конные прогулки улучшают физическое и эмоциональное состояние больных. Практика прижилась и в Ингушетии. Семинар по ипотерапии для сотрудников благотворительного фонда провели специалисты из Санкт-Петербурга. Об эффективных методах лечения верховой ездой. Сюжет нашего корреспондента. Специально обученная лошадь под чутким присмотром специалиста в области ипотерапии Ирины Вишневской демонстрирует свою готовность оказать посильную помощь в лечении детей-инвалидов. Реабилитация посредством конных прогулок – самый эффективный метод лечения, и это уже не секрет. Другое дело, что такой подход приемлем не для каждого ребенка, ввиду некоторых особенностей его заболевания. Здесь, в реабилитационном центре, уже другой специалист из Санкт-Петербурга на примере 7-летнего Абдулы наглядно показывает, как в ходе телесного осмотра выявить возможное противопоказание к такой терапии. Можно увидеть некоторые отклонения во фронтальной плоскости, то есть это отклонение, мы можем заметить небольшую сколиотическую дугу. Обратите внимание на лопатки. Да, на мышцы спины, лопаток.
То есть они такие малоразвитые вот эти вот мышцы. Юлия Слепченко в Ингушетии уже 5-й день. Она проводит семинар для повышения квалификации сотрудников благотворительного фонда МЯЛ. Реализация такого социально значимого проекта при поддержке президентского гранта предполагает организацию бесплатных курсов ипотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ипотерапия является одним из самых эффективных способов реабилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такие курсы помогают детям расслабиться, развивают чувство равновесия и дают тепловой массаж, который заставляет мышцы работать и улучшает настроение ребенка. Лошадь является неким инструментом терапевтического воздействия на организм всадника. И терапия заключается в непосредственной передаче двигательных импульсов лошади на тело всадника. Смысл в том, что лошадь передает двигательные импульсы на тело. И только лошадь создает такие специфические двигательные импульсы, которые организму полезны. На протяжении всего семинара рассказ специалиста слушает Марьям Газикова. Об этой терапии она слышала еще ранее и даже пробовала с маленьким Мухаммадом пройти курс лечения, но из-за его боязни лошадей ипотерапию для 6-летнего пациента реабилитационного центра пришлось отложить. С учетом его диагноза ипотерапия нам бы очень хорошо подошла. И фонд МЯЛ, я так понимаю, предоставляет такую возможность тем, кто находится на реабилитации в реабилитационном центре, бесплатно. Диагноз у нас ДЦП, спастический тетрапарез. Мухаммад не сидит, не разговаривает и не ходит. На данный момент мы пришли к тому, что это поэтапно все идет. Он у меня сумел стать на четвереньки. И на четвереньки он стал здесь, именно вот в этом реабилитационном центре. Это было в прошлом году, в ноябре месяце. Практические занятия, по итогам которых слушатели семинара потом уже станут дипломированными инструкторами по ипотерапии со знанием своего дела. Уже в апреле текущего года они приступят к лечению малышей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, 2 специально обученные лошади в наличии уже есть, рассказывает Аслан Ильдиев. По его словам, он как сотрудник благотворительного фонда МЯЛ на этой встрече узнал для себя много нового. Мы подчеркнули, какого ребенка с каким диагнозом, как лучше им заниматься. То есть в какую сторону чаще поворачиваться, как по прямой его водить. Вот такое вот что-то. Как привлечь ребенка, заинтересовать, чтобы ему было интересно, чтобы он делал все как должно быть. Семинар, включающий в себя практические занятия на ипподроме, будет проходить на протяжении 10 дней. Проект, который мы сейчас реализуем, это при поддержке президентского гранта, и будет проходить до ноября месяца. То есть до ноября месяца бесплатно мы проведем реабилитацию для детей с реабилитационного центра. Это 30 детей, 180 сеансов. По словам экспертов из культурной столицы страны, лошади вполне соответствуют требованиям и можно приступать к ипотерапии. Главное – создать вокруг малыша правильный настрой. Дана Плиева, Адам Мережков, Магомед Дизигов. Новости 24. Как превратить обычную глину в настоящее произведение искусства, лучше всех знает гончарных дел мастерица. Героиня нашего следующего сюжета изготавливает керамические сосуды с национальным колоритом и передает накопленный опыт. Попробовать свои умения в этом деле мог любой желающий на специальном мастер-классе в Сунже. Как перевоплотиться в умелого творца, узнала Хава Гагиева. Гончарное ремесло – это не просто мастерство, оно требует также таланта и терпения. Так, например, при желании вот такой вот сосуд можно слепить за 15 минут. Сформировать шар, перемешать и надавливать глину, слегка касаясь диска руками. Вот основные этапы создания сосуда, который знает любой гончар. Для Марьям Султыковой, которая посвятила керамике всего 4 года, это проще простого. Девушка признается, что создать уникальный бренд, который станет лицом республики, вот ее основная задача. Самая главная часть эскизная. То есть, когда ты придумываешь свой проект. То есть, это... Свою работу можно привязать к какой-то эпохе или какому-то стилю, какой-то национальности. То есть сделать, не просто скопировать с картинки, а сделать что-то именно авторское. Чтобы приобщить приезжих гостей к местному колориту, Комитет по туризму совместно с Ассоциацией ремесленников региона провели свое первое мероприятие, демонстрирующее мастерство прямо в павильоне. Это площадка, где турист сможет узнать о национальных ремеслах ингушей, поучаствовать в мастер-классах и даже смастерить своими руками сувенир под чутким руководством художника.
Для нас сегодня это была своего рода проба пера, дабы понять, насколько интересно будет пассажиропотоку, людям, которые прилетают или улетают из этого аэропорта, посмотреть, что предлагают ремесленники, насколько это интересно с точки зрения приобретения данного товара. И, конечно же, наша задача как отраслевого туристического комитета сделать это своего рода брендом нашего региона. Оказывается, наличие идеи и средств для ее воплощения не всегда становится формулой успеха. Порой нужна и помощь со стороны. Необходимо было место, чтобы реализовать затею, и администрация аэропорта пошла навстречу. По словам Адама Галаева, эта площадка стала самым лучшим вариантом. Кто-то сможет познакомиться с ингушскими обычаями и традициями через атрибутику, а кто-то и вовсе в будущем стать ремесленником. Мы на данный момент встречаем гостей, туристов республики и со своей стороны показываем нашу продукцию, сделанную мастерами. Огромное разнообразие сегодня будет предоставлено. И самое главное, мастер-класс по гончарному делу, по которому любой желающий бесплатно сможет подойти, поучаствовать, сможет попробовать узнать про эту деятельность. Именно чем отличается гончарное дело, именно ингушское направление от других. И самое главное, то, что он может взять себе какой-то сувенир, связаться с нами. Это далеко не первый мастер-класс. На достигнутых договоренностях здесь не собираются останавливаться. Комитет по туризму и дальше будет сотрудничать с активной молодежью, которая намерена преобразовывать республику в лучшую сторону. Хава Гагиева, Майрбек Мержоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.